На самом деле, молодец, пацан. Нет, действительно. Ребят, вы бы предложили бы поесть пацану, а то... Люля? Петр, там тебе предлагают люля, и, видимо, они думают, что ты плохо выступил. Готовы дать люлей, да. Мы двигаемся дальше. Наш следующий выступающий, гость из Ашхабада. Он специально прилетел для того, чтобы выступить и надеяться на вашу поддержку. Тимур, давайте поаплодируем! Микрофон тебе. Добрый вечер. Сразу бы хотел начать с поздравления Артема, да, чтобы не отвлекали в дальнейшем. Артем, с днем рождения. Сразу все, да. А теперь перейду дальше. Впервые на сцене здесь, впервые вообще стендап Алматы. Хотел бы сразу начать с того, что не понимаю ребят, которые подчеркивают свое происхождение, да, вот часто встречали такие, да, вот выходит, если его тем более объявили, что это гость какой-то, и он обязательно должен это подчеркнуть, да, будет что иудеи или армяне, там вот неважно, да, вот туркмены, да, вот не понимаю, ребята, вот какая кому разница, откуда ты, да, вот разницы нет уже, да, вот откуда ты, ну, с Туркменистана, да, ну, с Дагестана, да, вот не нужно это подчеркивать, но почему я решил это подчеркнуть? Часто путают с другими национальностями, в основном с таджиками, да. Почему-то сразу выкупает мое общение то, что я приезжий. И сразу почему-то путают именно с таджиками. Не нахожу сходства никакого. Единственное сходство с таджиками, между туркменами и таджиками, помимо буквы Т, это Байтурсынова-Виноградова, это вот миграционная полиция, да, вот. Единственное сходство. Но даже таджики меня выкупили. Когда я пришел в миграционную полицию, очень удивились знанию русского языка, да, моему знанию. Сразу выкупили, да, как? Если бы мы владели, как ты, русским, мы бы давно намного лучше продавали мандарины, да, но нет. Дело в том, что я русский. Да, я черный. Да, я потлатый, да, я похож на лохматую обезьяну, но я русский, в душе я русский. Я русский, потому что вот у меня празднование Нового года плавно перетекло в Рождество, да, вот. Я даже не заметил, один день, да. 14 февраля на носу, у меня до сих пор Новый год, да, в голове. Но еще я русский, я считаю, что почему я русский, потому что моя мама мне так сказала, а мама не врет, да, мама не врет. Потому что каждую ночь я напеваю одну и ту же песню. Эта песня выкупает русских. Только мы с конем по полю идем. Только русские, да? Алкогольная сторона заметна, да. Браво русским, да. Но, знаете, однажды я понял, что я не чисто русский. Это было вот на Масленице, да, вот ты знаешь. А у нас у русских есть такое празднование Масленица. Для нерусской стороны зала я объясню, что это за праздник. Мы печем блины, мы выходим на улицу, разжигаем костры, сжигаем в нем чучело, да? И однажды во время Масленицы я вбегаю в толпу: русские родненькие! Русские переглянулись и бросили меня в костер. И я думаю, это 50 оттенков черноты моей кожи меня как-то выдало, но русские выкупили, да, русские умнее таджиков, да, получается так. Кстати, это была совсем не шутка, это просто хотел поделиться, да, вот. Был жизненный случай такой. На самом деле, мне 25 лет, и я по сей день живу с мамой и с бабушкой. И поэтому многие считают, что я похож на обоих. Нет, на бабушку больше, растительностью, волосяным покровом. Я походу уже представляю, как выглядит твоя бабушка. Но я живу, это действительно правда, я живу с мамой и с бабушкой, и они, я считаю, что я по праву заслуживаю звания Герой нового поколения. Понимаете, просто жить в кругу двух женщин, где одной 46, второй 87, не по силу каждому, не по силу. К тому же ты для них по сей день пятилетний, маленький лапочка Тимурка. Когда я был маленький, это вот
Это реальная история. Когда я был маленький, я часто писался в штаны по ночам. Это непроизвольно, нечего смеяться. Это с каждым, и с тобой тоже так бывало. Не смейтесь, можете описаться. Не надо, да. Просто это все длилось до 18 лет, до тех пор, пока я не ушел служить в армию. Дело в том, когда я ушел служить в армию, дело в том, что меня перестала укладывать спать моя бабушка. Постоянно приговаривая мне. По-моему... Просыпайся. Ну а внешне я очень похож на своего дедушку, да, на русского своего дедушку, и в основном бровями. И в детстве, вот я сейчас горжусь тем, что я похож на дедушку, и могу смело сказать вам, что я похож на него, да, со сцены тем более. А в детстве я комплексовал по этому поводу, понимаете, просто брови, да, вот брови. В детстве всегда те, кто бровястые, их дразнят Брежнев, да, Брежнев. Комплексовал очень волновался. И комплексовал вдвойне. Дело в том, что из-за своих бровей я не видел тех, кто это делает, да, вот. Спасибо. Более того, я вообще не видел, я видел только при встречном ветре. Вот только тогда я мог что-то разглядеть. Но тогда обидчиков не было, обидчики были более хитрые, они умудрялись убежать в этот момент. И поэтому всех своих обидчиков я различал по голосам. И как ни странно, однажды одного я поймал. Как вы думаете, кто это был? Дедушка, мой дедушка. Мой дедушка с моим бровем стоит и дразнит, что я Брежнев, да? Спасибо. Дедушка вообще странный был человек, то есть однажды мы с ним поехали на рыбалку, там я увидел, как мой дедушка дерется. И тогда вот именно в порыве драки, когда он положил всех своих друзей, он подходит ко мне и говорит: никогда никого не бойся, ты меня понял? Да, я тоже так сделал, и с тех пор я никого не боялся, кроме своего дедушки. И мой дедушка, вообще, если честно сказать, он, несмотря на его брови, да, не смотрите на них лучше, вы, хотя, в принципе, вы его не увидите, он умер давно. И мой дедушка, он был очень мудрый человек, и он меня поучал с детства к жизни, с детства, с самого маленького возраста поучал меня жизни. И он мне говорил: в жизни главное это здоровье. Никогда не гонись за деньгами, гонись за здоровьем. Будет здоровье, будут деньги, будет все. Я последовал напутствиям своего дедушки, я начал заниматься спортом. И когда однажды я висел на турнике, кто-то спер мои деньги. Вы догадываетесь, да, походу, кто это был? Мой дедушка. С тех пор мы не общаемся, чуть позже он умер. Поэтому всем спасибо, гордитесь своим происхождением. С вами был Тимош. Давайте поаплодируем. На самом деле я подумал, что Тимур скажет: знаете, когда я был маленький, я очень часто